В эти минуты в Республиканском медиацентре начинается очередной брифинг, где знакомят с последними данными о явке по всей республике. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию. Добрый день, и мы продолжаем освещать ход выборов на территории Якутии. В эфире пресс-центр Центральной избирательной комиссии республики. В студии у нас заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Иван Михайлович Андросов. Добрый день. Добрый день. Иван Михайлович, есть ли на этот час какие-то нарушения, какие-то претензии, что-нибудь выявлено? Добрый день еще раз, уважаемые избиратели, жители республики. По состоянию на 12 часов зафиксировано 2 нарушения, технических нарушения, то есть даже сказать технических ошибки, которые оперативно устранены, я о них озвучу. В одном из интернет-ресурсов запечатлено фотография урны, где с указанием времени 7 часов 51 размещено, на фотографии видно урна, где уже лежат бюллетени. Я объясняю, что согласно Республиканского закона о муниципальных выборах, статьи 76/1 пункта 8, в день голосования председатель участковой избирательной комиссии в присутствии всех членов участковых избирательных комиссий скрывает конверты и опускает в урну бюллетени, которые были запакованы, когда после досрочного голосования в помещении. Вы знаете, что по муниципальному закону, люди, которые выезжают 9 за пределы, они имеют право голосовать досрочно на муниципальных выборах, на 2 выборах. Это выборы главы города Якутска и депутатов Гордумы. Эти бюллетени были опущены, и наблюдатели имели право подойти за час до открытия участковой избирательной комиссии. А в данном случае кто-то пришел в 7 часов 51 минуты и зафиксировал, и запечатлели, что это нарушение. Это не нарушение. И один факт. Второй факт. Женщина, 787-й участок города Якутска, с пола подбирает бюллетени. Там, туда выезжали из городского избирательной комиссии и наши центральные избирательные комиссии в этот участок. Это электронная урна, она забарахлила, и вытащили все бюллетени, провели тестирование, и обратно все бюллетени укладывали в присутствии всех членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей. И выборы там продолжаются. Это на улице Бекетова, в районе Сайсар, 787-я участковая избирательная комиссия. Третий факт. Замечено, что в бюллетенях не вычеркивались отстраненные от выборов, вычеркнутые решением суда партия «За справедливость». В данном случае зафиксировано, что да, не были вычеркнуты бюллетени, но эта ошибка устранена. 8 часов 15 минут мы это устранили. И кто сколько проголосовал за эту партию, будет известно после только вскрытия урн. Спасибо. А сейчас у нас на связи Ленский район и председатель ТИК Елена Ермакова. Елена Александровна, добрый день, вы нас слышите? Добрый день, да, я слышу вас. Ага, как проходит голосование у вас? Какова активность населения? У нас явка избирателей на 12 часов составляет 10%, но это по сравнению, мы берем сравнение с выборами досрочными главы в ноябре, на том же уровне. Также было в это время 9%, сейчас 10%. Самые активные у нас избиратели села Печенча, там уже проголосовало 45% избирателей.
На избирательных участках за процессом голосования ведут наблюдение наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса. Всего около 60 человек на всех 35 избирательных участках Ленского района. Все избирательные участки у нас открылись вовремя, в 8 часов, и сразу же были избиратели уже почти на всех избирательных участках с 8 часов. Как настроение, как у вас с погодой? Погода у нас хорошая, не очень солнечная, но дождей нет. Настроение вроде у избирателей нормальное. Надеемся, что ленчане примут активное участие в выборах, сделают свой выбор. Иван Михайлович, есть ли еще какие-то, может быть, кроме заявленных нарушений, да? Форс-мажорные, может быть, ситуации? Да, значит, есть, в связи с тем, что сегодня действительно очень сильный ветер, снег, дождь, и вот у нас в Ангинском улусе, значит, в 5 участковых избирательных комиссиях отсутствует электроэнергия. Это в селе Михайловка, в селе Бетюнь, в селе Чакыр, в селе Анёс, село Эмис. Там нет электроэнергии, не работает стационарный телефон, но тем не менее заведены резервные источники электропитания, и там голосование идет нормально, в штатном режиме. Но вот энергетики говорят, что там ветер обрывает провода, столбы обрушены, но тем не менее они сейчас восстанавливают электроэнергию. Надеюсь, к концу дня это восстановится, и там нормальная ситуация восстановится. Но там голосование своим ходом идет, но тем не менее зафиксирован факт. Ну что ж, у нас на связи также Южная Якутия с оперативной информацией на линии председатель Нелюнгринского ТИК Мария Федорова. Мария Укинична, добрый день. Мария Укинична, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас идет голосование? Насколько активны жители Нерюнгри? Какова у вас явка? В Нерюнгринском районе выборы проходят в 34 избирательных участках, которые с утра в 7 открыты и принимают избирателей. Голосование идет. Значит, включенных в списке 55 345 избирателей. На 12 часов проголосовали 6089 избирателей, что составило 11% от включенных в список избирателей. Ну, комиссия работает, люди идут. Надеемся, что к концу дня все-таки прибавится и будет. Мы тоже надеемся, что Да, активность Марина повысится. Михайловна, мы тоже надеемся, болеем за вас, чтобы действительно явка была нормальная, хорошая, активная. Спасибо. Всем нам удачи. Неспроста мы спрашиваем еще и о погодных условиях. Действительно, как может произойти всякое, да, как в Ангинском районе. Каковы еще показатели разных районов? Хочу озвучить по состоянию на 12 часов дня. По республике проголосовало 117 438 избирателей. Еще раз повторяю, 117 438. Это составило 18,8%. Вот по сравнению с мартовскими выборами на 10% ниже, но тем не менее есть определенные районы, где очень высокая активность. Я хочу их озвучить. В Оленьке у нас проголосовало 58% избирателей. Значит, Анабарский улус 48% проголосовало. В Верхневилюйске 42% проголосовало. Значит, и в Татинском районе 32%. Вот. В ряде районов очень большая активность. Вот, поэтому мы... Как раз у нас сейчас Татинский район на связи. Давайте послушаем. Сардана Николаевна, председатель ТИК. Сардана Николаевна, добрый день. Сардана Николаевна, здравствуйте. Связи нет, да? Видимо, да, оборвалось, но ничего страшного. Позвоним в следующий раз, установим связь.
Ну что ж, Иван Михайлович, спасибо за вашу информацию. И следующее у нас подключение в 15 часов 30 минут. Да, спасибо. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Это была прямая трансляция из Республиканского медиацентра. Там прошел брифинг заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Ивана Андросова. Мы продолжаем следить за ходом выборов. Не переключайтесь.